Топориков Дмитрий Юзепчук, Виктория Сытник. Экстренный вызов. И вот чем продолжим после короткой рекламы. Клиентку компании по установке дверей превратили в главного инвестора фирмы. Роза хотела бы узнать, где ее деньги. Вот 10 миллионов, вы другой Я лично никаких денег не брал у нее. Любовное приключение с мастером обошлось Розе в 10 миллионов. Смотрите сегодня. Каннибалы среди нас. За что амазонские аборигены съели американских журналистов? И какие племена до сих пор приносят в жертву людей? Загадки фараонов. Почему у некоторых древнеегипетских мумий связаны руки? Зачем в пирамидах строили лабиринты? И какие существа изображены на фресках в пещерах Алжира? Тайны Чапмана, самые шокирующие гипотезы. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ. Перхоть возвращается снова и снова. Наиболее частой причиной перхоти является грибок. Лекарственный шампунь Низарал воздействует на грибок и способствует уменьшению зуда и шелушения. Минимальный курс лечения – 2 недели. Низарал борется с причиной перхоти. Бесплатная Сберкарта вернет до 10%. Сберкарта. Очевидно выгодно. Оформите в приложении Сбербанк Онлайн. Скидки на бытовую технику до 50% и бесплатная доставка. Успей купить двухкамерный холодильник Индезит всего за 17 790 рублей. С 21 по 26 июня распродажа на Алиэкспресс. Срочно нужны деньги? Есть отличное решение. Займы от 1000 до 15 тысяч рублей. Быстрое рассмотрение заявки. 0% до 7 дней. Компания «Денежный поток». Дзержинского, 11. В Дом мебели новинки ведущих мебельных фабрик России и Белоруссии. Автострада 50 лет октября 1А, ТЦ «Оптимиспроф», 2 этаж. Только на РЕН-ТВ. Эксперименты с риском для жизни. Повторять опасно. Смотреть обязательно. А теперь давайте подойдем к этому вопросу с точки зрения физики. Взорвем ваши представления о мире и заберем главные богатства природы. Экстремально-познавательное шоу «Знаете ли вы что?». Каждый вторник в 23:30 на РЕН-ТВ. Бери лучшее. Мертвая вода. Почему из российских рек исчезает рыба и от чего массово гибнут пчелы? Документальный проект «Яда полный дом». В пятницу в 21:00 на РЕН-ТВ. Следователи разбираются в обстоятельствах шокирующей истории в Кировской области, где 16-летний подросток